Боитесь ли вы потерять Путина? Ну да, боюсь. Хороший президент, все выбирает его. А что случится, если он вдруг там умрет или уйдет в отставку? Ну, вообще жизнь поменяется как бы. Не боюсь, конечно. Ну, так, чтобы... Но альтернативу я ему не вижу. Ну, не то чтобы даже я боюсь, а мне кажется, то, что достаточно хорошо ведет политику свою. Незаменимых нету. Это было всегда. Если думать о том, что придет фашист, то коллективное мнение как бы и вызовет это. А если думать о хорошем, то приходит хорошее. А власть всегда одна и та же будет. Не один же Путин стоит, рулит. Люди меняются, а власть всегда одна и та же. Просто нет никакой другой, по-моему, альтернативы. Нормальный мужик, характер сильный. Чего вам еще надо? А что значит боитесь потерять? Ну, много у нас людей таких, которые могут его заменить. Мне кажется, нет. Но не очень боюсь. Сначала будет небольшой хаос, а потом все-таки будет приемлемая, скорее всего, власть. Я не боюсь. Почему не боитесь? Ну, потому что не боюсь, потому что любой человек смертен, поэтому рано или поздно это случится. Скорее всего, да. Почему боитесь? Потому что за последние десятилетия не было у нас руководителя страны, который бы руководил именно страной для людей. Ну, я не представляю, Медведев он заменить не сможет, это точно. Он, мне кажется, первым делом как раз Крым и отдаст сразу обратно. Потому что, мне кажется, у него слабые нервы, он очень уже устал, мне кажется. А кто еще? Все остальные, они, мне кажется, сразу Курила отдадут, Крым подарят, со всеми захотят дружить, наладить отношения. Начнется такая кутерьма. Мне кажется, это не смертельно. У ЛДПР, например, тоже есть очень хорошие люди, которые могут управлять страной. Можно сказать, что не только на Путине держится все наше государство, но и на многих других правительственных чиновниках и губернаторах. Я думаю, это будет не скоро. Он власть просто так не отдаст. Даже смерти? Да. Нет, Путин, да, нет. Пока мы не поняли, как это жить без него, мне кажется... Мы не поймем. Сложно просто однозначно ответить на этот вопрос. Невозможно представить, как это без него. Нет, ну, честно, я не могу вам ответить. Не, просто вот мы родились, вот всю мою жизнь правит Владимир Владимирович.